Мы думаем, что женам нужны горы из серебра и золота. Нет. Знаешь, что нужно жене? Жене нужен муж. Муж, который скажет красивые слова, нежные слова, который ценит ее, уделяет внимание. Вот смотрите. Если бы мы только знали, как с ними обращаться. Например, она с утра до ночи пропахала на работе. И когда приходит домой, ей нужно всего одно слово. «О Аллах, как же ты, наверное, устала. Пусть Аллах воздаст тебе, что бы я делал без тебя. Как бы мне тебе угодить?» И если ты это сказал, все. Усталость, которая накопилась за день, улетучилась, как будто она и вовсе не была на работе. А как бы ты ей не давал богатства, золотые горы, и при этом каждый день кричал на нее и оскорблял, все, что ты дарил для нее, ничего не значит, ей это не надо, ей хватает немножко, чуть-чуть. Хотя, в общем-то, женщины любят подарки, но она будет довольствоваться малым, если ты сумеешь относиться к ней с уважением. Поэтому сказано. Это пример, который показал нам пророк. Самый лучший из вас тот, кто лучше всего относится к своей семье, к своей жене. А лучше всего к своей семье отношусь я. Ну так скажите же приятное слово своим женам. Скажите, когда заходите и выходите из дома. Они ведь с утра до вечера работают на базаре, приносят все в дом. Особенно наши женщины. Разве нельзя добрым словом их порадовать? Какая же ты у меня хорошая. Я скучал, пока тебя не было. Ты устала? Ты ведь с утра на ногах. Эти дела домашние и дети. Все это тебя довело до изнеможения. Мне кажется, ты очень устала. Кушала ли ты? Это ниже нашего достоинства, да? Ну да, жене сказать это стыд и позор, а чужой женщине мы говорим все, самое никчемное. Люблю, ты сегодня плохо выглядишь, как я по тебе скучал, я не знаю, как я провел эту неделю, не видя тебя. Вот так сообщение пишем. Чужим женщинам, которые Аллах запретил нам. А та в ответ еще: мне тебя не хватает. Понимаете? Так почему же мы женам своим не говорим красивых, добрых слов? Они ведь дозволены для нас, и им мы можем и должны так говорить.